Проще говоря. Путешествия бывают разные. Кто-то мечтает посетить Репербан в Гамбурге. Кто-то готов к любым лишениям ради паломничества в Мекку. Туристы тоже не все одинаковые. Есть наши, есть импортные. Наша республика традиционно славится среди путешественников красотами приполярного Урала. Любой уважающий себя водный турист хотя бы раз сплавился по капризному и загадочному Щугару. Ну, а гора идолов по праву вошла в число 7 чудес России. Но до сего дня все эти красоты дикой природы были доступны только настоящим путешественникам, а не ленивым и изнеженным туристам. Романтикам не нужны звезды на отелях и шведский стол. Достаточно звездного неба над палаткой и ухи в котелке. Я знаю достаточно много таких любителей. Однажды, глотнув нашего таежного воздуха, они возвращаются снова и снова. Небольшими группами. А есть и вообще принципиальные одиночки. При этом они не особо рекламируют маршруты своих путешествий. А то набегут вот такие, и пропадет очарование. Но благосостояние населения все же растет. И путешественников становится все больше. Идеи разного рода энтузиастов проникают и в чиновные головы. Тем более, что многие из них в душе и сами романтики. Масштабной попыткой организации дикого туризма в самостоятельную и доходную отрасль стало создание финно-угорского этнопарка в окрестностях села Иб. Тогда скептики довольно обоснованно критиковали очень дорогостоящий по меркам республики проект. Но правительство последовательно вкладывало государственные деньги в развитие туристического направления. Этнопарк то грустил потихоньку, то вновь оживал после очередных вливаний в разного рода республиканские мероприятия. Постепенно обустраивались старые и формировались новые туристические маршруты. А вчера состоялось знаковое событие. Сыктывкар принял участников туристского конгресса регионов Севера. Это 350 экспертов федерального и регионального уровней из 20 субъектов федерации. Почему знаковое? Дело в том, что, несмотря на существенные вложения, успехов в туристическом бизнесе республика пока не предъявляла. В принципе, по логистике и самой массе привлекательных для обычных граждан объектов мы уступаем, например, Карелии. Скептики проанализировали 10 причин, по которым, по мнению нашего Министерства культуры, стоит посетить республику Коми. У них получилось, что объехать наши главные достопримечательности в принципе можно за 12 дней. При этом такое путешествие на двоих обойдется в 180 тысяч рублей. Это если без излишеств и особых удобств. Понятно, что обычный россиянин при таком раскладе выберет что-то другое. Но скептики скептиками, а без оптимизма и надежды на лучшее жить трудно. Считать и планировать можно по-разному. Удалось же нашему министру затащить в Сыктывкар такое представительное сообщество сразу после снятия ковидных ограничений. Уникальность нашей республики в масштабе и разнообразии девственных лесов. Нигде в Европе такого больше нет. Грех не использовать это богатство на благо жителей и без ущерба для природы. Но под лежачий камень вода не течет. 3 дня специалисты будут делиться опытом, обсуждать варианты развития самых разных туристических направлений. От гастрономии до путешествий по архипелагу ГУЛАГ. Туроператоры смогут воочию оценить особенности наших достопримечательностей. Для республики это не только хорошая реклама, но и возможности адресных инвестиций. Интерес государства к развитию внутреннего туризма обозначен на самом высшем уровне. Организаторы получают разного рода льготы и преференции. В этом году, как и в прошлом, выделяется 2 миллиарда на так называемый кэшбэк. Внутренний турист может получить на свою карту МИР до 15 тысяч рублей возврата стоимости каждой путевки. Проще говоря, наши власти шевелят лежачий камень нашего туризма, что есть силы. Так что рано или поздно вода под него все же должна потечь.